Приветствую вас, друзья, это действительно «Крымский вечер». Следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. Попытаемся разобраться. Новые инфоповоды для этого возникают, потому мы и берем такие темы на прямой эфир. Кто и как нарушает права человека в Крыму? В этот раз инфоповодом стал доклад Управления ООН по правам человека, который был представлен накануне, о ситуации в целом в Украине. И в том числе речь шла о соблюдении прав человека в украинском, но на сегодня это цитата. Это не мои слова. Управление ООН по правам человека. Оккупированном Россией Крыму. И констатировано множество нарушений. Об этом будем говорить и представим точку зрения Организации Объединенных Наций. И попытаемся разобраться вот эти вот отчеты, как они влияют на позицию России в отношении полуострова. Как известно, на сегодня официальная позиция четкая, вопросов быть не может, точка поставлена в данном вопросе, в данном кейсе, утверждает Кремль. Что еще может сделать Украина, мировое сообщество, не только он, чтобы Россия вынуждена была считаться с такими вот докладами, с такими выводами. Об этом будем говорить в следующие 45 минут нашего эфира. Ну и прежде всего, конечно, предоставим слово специалисту по правам человека мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, той самой миссии, которая презентовала накануне этот доклад о правах человека в Украине в целом, и в частности в Крыму, оккупированном, опять же цитата, оккупированном Россией. Виталий Хилько высказал, скажем, основные тезисы этого доклада в эксклюзивном комментарии радио Крым Реалии. Да, действительно, новый доклад мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине был представлен совсем недавно. Это уже 32-й доклад нашей организации, и он фиксирует нарушения, которые были задокументированы нашей организацией в период между 1 февраля и 31 июля 2021 года. Сам доклад – это непосредственно вершина айсберга нашей работы, только часть всех тех нарушений и дел, которые были задокументированы нашими сотрудниками в течение этого периода. И он лишь показывает такие наиболее яркие случаи или тренды в сфере, что связано с нарушением прав человека на территории Крыма. В качестве примера я могу привести несколько тем, которые были представлены в данном докладе. Это нарушение права на свободу мирных собраний, это нарушение прав на свободу личной неприкосновенности, нарушение права на справедливое судебное разбирательство. По каждому из этих разделов наша организация представлена по несколько примеров для иллюстрации конкретных случаев нарушений прав человека. Об этом заявил в эксклюзивном комментарии радио Крым Реалии специалист по правам человека мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Виталий Хилько. И вот я еще раз называю название сегодняшнего крымского вечера, тему точнее его, кто и как нарушает права человека в Крыму. Как известно, Россия категорически отрицает такие вот обвинения, утверждая, что они безосновательные, манипулятивные. А нарушение прав человека, во-первых, конечно, есть, как и на любой территории, утверждает в России, но крымская власть, если ее таковое называть, российская, неукоснительно соблюдает Конституцию Российской Федерации и откликается на любые жалобы простых граждан, решая любые проблемы в данной, скажем так, в этой теме прав человека. При этом со стороны государств нарушение прав человека в Крыму есть, признают в Симферополе. Но это делает не Россия, а Украина. Об этом мы чуть дальше поговорим, но приглашаю к разговору нашего первого эксперта сегодняшнего прямого эфира. Прошу прощения, чуть попозже я приглашу Леонида Власюка к микрофону, российского политтехнолога, бывшего аналитика правящей до сих пор, и выборы в Госдуму России это подтвердили партия «Единая Россия». Леонида Власюка, который проживает сейчас в Израиле, но, конечно, не полностью мы осветили точку зрения Организации Объединенных Наций, мониторинговой миссии по правам человека. Виталий Хилько также конкретно остановился на тех нарушениях прав человека, которые с точки зрения мониторинговой миссии имеются на оккупированном Россией полуострове Крым, цитата. Да, из наиболее ярких случаев, которые были задокументированы и представлены в нашем докладе, это, например, случай привлечения к административной ответственности 3 матерей крымских татар, которые были осуждены по делам Хизбут Тахрир. Собственно, в данном деле эти 3 женщины, они были привлечены к административной ответственности за то, что каждая из них вышла на одиночный пикет
при этом держа плакат с надписью о том, что мой сын не террорист. Данный инцидент произошел буквально перед последним заседанием в уголовном деле, в котором участвовали их сыновья. И российские правоохранительные органы посчитали каждый из этих одиночных пикетов одним большим мирным собранием, на которое эти 3 женщины не получали разрешения, предварительное разрешение органов власти. Да, в Крыму в связи с оккупацией Крыма Российской Федерацией применяется право России, Российской Федерации, в том числе применяется требование о предварительном получении разрешения на все публичные собрания. Поэтому в данном случае эти 3 женщины были привлечены к административной ответственности и должны были уплатить штраф. Из других ярких случаев, которые были задокументированы, вопиющий случай, это было дело журналиста Владислава Есипенко, который был задержан в Крыму, был обвинен в незаконном хранении взрывчатых веществ. К нему по полученным данным применялись пытки. Несмотря на это, расследование так и не было начато. Также в течение отчетного периода миссии было задокументировано детально применение пыток к бывшему преподавателю университета в Крыму, которого был задержан еще в мае 2014 года. И к нему применялись такие методы пыток, как одевали на него противогаз, его били, душили. Впоследствии он был обвинен в участии в террористической деятельности, осужден к 7 годам заключения. Также из таких случаев вопиющих было вынесение приговора 1 июня 2021 года председателю Меджлиса за организацию массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. И миссия отметила, что в данном конкретном случае применялось российское законодательство в ретроактивном порядке в нарушении принципов международного права, а также не допустили защитника, который был нанят в частном порядке. Определенные события развиваются в Крыму уже более чем 7 лет. С конца зимы, начала весны 2014 года особых изменений в политике России нет. И вот, как утверждают критики Москвы, в этой связи интересно проследить с точки зрения соблюдения прав человека. Какова тенденция за эти более чем 7 лет? Меняется что-то? Меньше, возможно, нарушений констатирует мониторинговая миссия ООН или больше? Ответ Виталия Хилько на этот вопрос. Мы можем сказать, мы отмечаем, что нарушения прав человека, они имеют систематический характер в Крыму, то есть они продолжаются. Общие тенденции необходимо смотреть по каждому типу нарушения. Ну вот, допустим, в отчетном периоде миссии фиксировалось множество нарушений непосредственно права на свободу мирных собраний, в том числе связано с некоторыми политическими процессами, в том числе вот участиями лиц в определенных мирных собраниях в поддержку оппозиционного политика Российской Федерации господина Навального. И миссии в данном случае было задокументировано как минимум 46 дел, где 36 мужчин и 10 женщин были привлечены к ответственности за участие в несанкционированных мирных собраниях, и к ним применялись штраф, исправительные работы и административные аресты. Что касается других нарушений, мы видим, что те инциденты, которые имели место еще начиная с 2014 года, они, к сожалению, продолжаются, как в том числе пытки. Несмотря на я привел пример вот, бывшего преподавателя университета, задержанного в 2014 году, к которому применялись пытки. Несмотря на это, 7 лет спустя в деле журналиста Владислава Есипенко также применяются пытки, что показывает, опять же, систематический характер нарушений прав человека в Крыму. Да, как видим, господин Виталий Хилько упомянул об нашем коллеге, господине Есипенко, и также Виталий Хилько ответил на такой вопрос радио Крым Реалии. А можно ли, в принципе, повлиять на Россию в отношении как раз соблюдения прав человека? Ведь констатации эти и со стороны ООН, и других правозащитных организаций, они, фактически каждый год появляются. Россия все отвергает, и обвинения предъявляет либо Западу, либо, прежде всего, Украине касательно нарушений права в Крыму. То есть Виталий Хилько ответил на вопрос радио Крым Реалии, понесет ли Москва, собственно, ответственность за эти отмеченные мониторинговой миссией ООН нарушения прав человека?
Безусловно, мы верим в то, что та работа, которую мы делаем, безусловно, приведет к привлечению виновных лиц к ответственности за каждое из этих нарушений. И я хотел бы напомнить, что данный доклад, он действительно, он всего лишь фиксирует те нарушения, которые были выявлены. Но, тем не менее, этот доклад служит своего рода фиксацией, доказательством таких нарушений, может впоследствии использоваться в различных судебных органах, инстанциях, в том числе международных судебных органах, таких как, допустим, Европейский суд по правам человека или различные механизмы ООН, например, Комитет по правам человека. Поэтому вот если говорить о конкретных примерах в деле, межгосударственном деле Украины против России, который рассматривается в Европейском суде по правам человека, доклады нашей миссии, на них часто опирается суд при обосновании доказанности тех или иных нарушений. Поэтому мы считаем, что, безусловно, такая перспектива привлечения к ответственности виновных лиц за нарушение прав человека, она, безусловно, есть. Спасибо Виталию Хилько за эксклюзивный комментарий радио Крым Реалии. Виталий Хилько, специалист по правам человека мониторинговой миссии ООН. Именно эта миссия накануне презентовала очередной доклад по поводу соблюдения прав человека в Украине в целом и в Крыму в частности. С точки зрения международного права, конечно же, это неотъемлемая часть территории Украины, Крым, но оккупированная, я цитирую слова из доклада мониторинговой миссии ООН, оккупированная территория Россией. И в докладе, опять же, констатируется многочисленные нарушения прав человека на полуострове. С нами на прямой связи еще один эксперт нашего эфира, российский политтехнолог, бывший аналитик правящей в России партии. Выборы в Госдуму, состоявшиеся в минувшие выходные, это подтвердили «Единая Россия». Леонид Власюк, он сейчас проживает в Израиле. Здравствуйте, Леонид. Добрый день. На ваш взгляд, кто и как нарушает сейчас права человека в Крыму после известных событий? Вот уже 7 лет прошло, даже больше. На ваш взгляд? Ну, кроме России, пока больше некому нарушать. Ну, вот утверждает, например, мы еще приведем фрагмент выступления, есть омбудсман же, то есть человек, который отвечает со стороны назначенного России руководства Крыма за соблюдение прав человека на полуострове, Лариса Панасюк. Мы приведем ее точку зрения в интервью июня этого года. Она утверждает, что, с одной стороны, конечно, нарушение прав человека в Крыму есть, но в любой стране они есть. Главное, как реагирует власть на это. А реагирует она адекватно, быстро, рассматриваются все жалобы простых людей. А на государственном уровне нарушает права в Крыму как раз не Россия, а Украина, утверждает госпожа Панасюк. Перекрытие вот этого водного канала, другие вопросы. Как вы прокомментируете такое утверждение? На воре шапка горит, в своем глазу бревна не замечаешь, и других, какие здесь еще могут быть замечания? Громче всех вор кричит тот, кто украл кошелек. Это старая истина, которая еще, наверное, даже Конфуцию было известно. Поэтому здесь говорить о том, что какие-то серьезные нарушения прав человека со стороны Украины, нет. Просто Украина выполняет то, что она должна выполнить. Это то, что касается поставок воды в Крым. Вот. А то, что творит Россия, преследуя крымских татар, арестовывая, преследуя журналистов, преследуя не только со стороны на территории Крыма, но и по всей стране, это уже и так понятно. О том, что в России даже правящей партии нет. Вообще в России уже государство как таковое является нелегитимным. Это показали итоги этих выборов. Конечно, коснемся этой темы. Вы бывший аналитик партии «Единая Россия», Леонид. Не будем углубляться, но все-таки интересный момент. Вот эти выборы, что они показали? Ядро, как его называют так неформально, опять победу одержало. Да не было никакой победы ядра, и это очень ярко было показано итогами голосования в Москве, электронного голосования, где ядро не набирало даже критическую массу голосов, да и явка была достаточно низкая. Да и сами выборы были нелегитимные, они были проведены на основе изменений в Конституции России, которые вообще были приняты непонятно как, не было не проведено ничего.
ни референдума, ничего не было проведено, так как это положено было по Конституции провести. То есть, соответственно, изначально вся история это нелегитимна, а значит, соответственно, и выборы тоже нелегитимны. И кто в итоге пришел во власть, те тоже являются преступниками. Вернемся, конечно, к Крыму. Леонид, как вы считаете, вот вы отметили, что с вашей точки зрения нарушения, причем все чаще и чаще фиксируются по всей территории Российской Федерации и на аннексированной территории в Крыму в частности. Но в Крыму больше, меньше нарушений, если вообще можно проследить это, на ваш взгляд? Больше, естественно, больше. Там Россия ведет себя как оккупанты, она пытается подавить внутреннее сопротивление, даже если его нет, она пытается найти внутренних врагов, и сделала из них крымских татар, сделала своими врагами. И, по сути, то, что сейчас происходит, это этнический геноцид. То есть убивать впрямую не убивают, но дают гигантские сроки, осуществляют давление, терроризм, можно прямо сказать, открытым текстом, ФСБшный на людей, которые принадлежат к этой нации, придумывают им различные обвинения, которые пытаются как-то реализовать. После этого купленные суды. Ну вот мы процитировали, конечно, и сам господин Хилько, представитель мониторинговой миссии, он тезисно озвучил очередные выводы, они регулярно предъявляются по поводу нарушения прав в аннексированном Крыму. На ваш взгляд, Леонид, на что-то влияют такие доклады, вот эти выводы? Знаете, я уже прошу прощения, российскую пословицу вспоминается критикам, а Ванька слушает да ест и продолжает свою политику. Или все-таки на что-то влияет? Нет. На самом деле, вот представьте, сейчас группа лоббистов протащила через Конгресс Соединенных Штатов пакет законов о коррупции, в том числе и в России. Протащила пакет на 35 пока лиц, причастных непосредственно к деятельности Путина. А все это было бы невозможно, если бы не было вот тех фактов, которые показывают. И на самом деле я хочу просто сказать о том, что верхушка России, тот правящий режим, который сегодня существует, те узурпаторы, они не монолитны. У них есть внутренние противоречия. И чем больше на них давить, чем больше их объявлять военными преступниками и конфисковывать их активы по всему миру, заниматься этим, то, соответственно, и они будут больше бояться. Они будут просто бояться не выполнять те приказы, которые им выдаются, и будут стараться как-то отойти в сторону, либо начать противодействовать, либо пытаться договариваться, потому что своя жизнь и свой кошелек им важнее. У них дети и их активы не находятся в России, они находятся в Европе. И оказывая давление на них, и чем шире, и чем больше людей мы будем вовлекать во всю эту историю с предъявлениями обвинений, в развязывании агрессивной войны, в государственном перевороте и так далее, то, и в совершении всяческих военных преступлений, включая геноцид и уничтожение имущества граждан на оккупированных территориях, это включая и Донбасс, и Крым, то, естественно, мы какого-то успеха все равно добьемся. Потому что те судебные процессы, которые идут сейчас по MH17, они уже привели к тому, что один из главных действующих лиц, один из свидетелей был убит. Умер, как они говорят. На самом деле я подозреваю, что его убили. И это все происходит, и это все оказывает давление, и те истерики, которые сейчас происходят в России, и те шаги, которые они предпринимают, пытаясь укрепиться и удержаться у власти, они показывают, что все, что происходит с ними, оно оказывает давление, оно достигает своих целей. Хотелось бы просто более массового давления, более серьезного давления сделать. Но здесь во многом должна это делать Украина на сегодняшний день.
Кстати, тут вот не знаю, согласитесь вы, Леонид, или нет, вспоминается история холодной войны. Ну, не сталинский самый кровавый период, а чуть позже, так называемая эпоха Брежневский, да, вы все понимаете, Да, так называемая эпоха разрядки до событий в Афганистане начала 80-го года. Вот. И при всем том, что тот же Брежнев активно встречался с Ричардом Никсоном, тогдашним президентом США и так далее, были контакты, были договоры важные подписаны, не просто риторика. Хельсинский акт 1975 года. С другой стороны, конечно, Советский Союз оставался Советским Союзом и грубо нарушал права человека. И были, с первого взгляда, одинокие примеры сопротивления. Диссиденты те же, которые отстаивали слова. Казалось бы, горстка, капля в море. Но прошло буквально 10-15 лет, перестройка Горбачева, и понятно, что дальше случилось. Весомый вклад был этих людей. Пусть они там, без оружия они все действовали, в рамках даже советских законов, что интересно. Они призывали в том числе соблюдать советскую конституцию, которую абсолютно игнорировала советская власть. В этой связи, то есть, те же крымские татары, тот же Нариман Джелял, который подвергся репрессиям, наш коллега Есипенко. Как вы считаете, Леонид, кажется, что им, очень тяжело. Такая система жесткая, бескомпромиссная, но кто знает, что будет завтра. Вот такая параллель с советским временем. Есть одна очень серьезная просчет советской власти в удержании системы той, которую они создавали. Они дали высшее образование максимально большому количеству людей. Чем выше уровень образования, тем больше люди задают вопросы, тем больше они начинают узнавать. В России сейчас пошли по другому пути. Там уничтожают образование в корне. Это интересно, я прошу прощения, что вас перебиваю, очень важную вещь вы говорите, Леонид. В царской России консерваторы, вроде Победоносцева, второй половины 19 столетия, они не стеснялись писать даже в своих трудах, что вот не надо из крестьян особо там, я не дословно цитирую, хотя сами очень образованные люди были, как не относиться к их взглядам. Получается, опять в современной России это, да? Я прошу прощения, что вас перебил. Да, нет, вы абсолютно правы, так и есть. В принципе, считается и всегда говорилось, что рабу знания не нужны, многие знания, многие печали. Он начинает задумываться о том, что мир несправедливо устроен, и, соответственно, он и обращает внимание на это, на все. И выходит ведь Спартак, который возглавлял восстание в Древнем Риме, он был весьма образованный человек, подготовленный и не из простой семьи. Но с другой Много об этом говорится. Да. С другой стороны, Леонид, как бы Путин, это не намеренно это делает, он просто ворует деньги. Да. Смотрите, по вашему мнению, смотрите, важный момент в целом, если смотреть, если сравнивать СССР и Россию, конечно, Россия это не СССР по ресурсу, конечно. То есть... Можно я совершу государственное преступление сейчас? Не нужно. В России нет, я просто скажу. Не нужно преступление Я считаю, что Россия слишком большая. Россия успокоится именно в тот момент, когда она рассыпется на отдельные государства, когда государства разойдутся в разные стороны, и тогда Россия успокоится, потому что слишком большая территория, слишком мало народа и очень много ресурсов для одного или нескольких человек, которые захватывают власть, это бесконечные ресурсы, бесконечные возможности. И чем меньше этой территории будет, и чем больше появится там государств, чем быстрее Россия развалится, тем спокойнее будет жить человечество. Кажется, во многом... Это и есть государственное преступление. Мы же не призываем к насилию. Советский Союз тоже развалился абсолютно. Это, чтобы там сейчас господин Песков, пресс-секретарь Путина, не говорил, что, дескать, Россия не выходила. Как будто бы Ельцина не было в Беловежской пуще с Шушкевичем, или кто там еще подписал. Леонид Макарович Кравчук, дай бог ему здоровья. Кравчуку. Я хотел сказать, что в Советском Союзе тоже, помните, в 1984 году, за год до прихода к власти Горбачева, не знаю, я помню, читал Солженицын, которого не отнесешь к поклонникам советской власти, очень так серьезно говорил, что как никогда Советский Союз крепок, это такой монстр, который... и так далее. В 1984 году, на 5-м году войны в Афганистане и так далее, и так далее. Кто знает, а может современная Россия, вот опять цены на ресурсы вверх пошли, там, не знаю, вроде крепкая ситуация, северные потоки достраивает. Ситуация не крепкая.
ситуация весьма шаткая, иначе не было бы тех истеричных и необдуманных шагов, которые они совершают, погружаясь все больше и больше в свое созданное ими же болото. Вот. Весь мир уже за этим внимательно наблюдает. Почему особо не происходит каких-то движений в ту сторону? В сторону Кремля, а достаточно такие выборочные. Ну, просто когда у этих людей почти 3 с лишним тысячи боеголовок, способных уничтожить весь мир, приходится задумываться, потому что хотелось бы прожить это тысячелетие, и следующее в том числе, и слетать на Марс, и посмотреть на планету сверху. А пока в руках у Путина он истерик, он может в любой момент совершить необдуманные поступки, и поэтому приходится действовать планомерно. Но такие режимы называются византийскими. А значит, у кого-то обязательно в руках найдется табакерка. Ну, Чем вы больше сейчас человек историю с будет Павлом напуган- Первым вспоминаете, да? Да. Императором российским. Ну, можно там яд еще вспомнить, там, как это в византийских монархиях происходило. Я думаю, что оказав достаточно серьезное давление на окружение Путина, всегда можно вызвать ответную реакцию, когда кто-то попытается договориться, кто-то профинансирует очередной переворот, и где-то в какой-то момент кто-то кому-то новичок в чай-то и подсыпет. А вот дальше уже начнется самое интересное. Дальше, в связи с тем, что там нет лидеров и вся элита выращена непосредственно Путиным, начнется весьма серьезная драка, когда кремлевские башни, так называемые, начнут выставлять своих лидеров и пытаться захватить. И тогда уже они будут договариваться и с Навальным, и с Ходорковским, и с Бабченко, и с Айдером Муждабаевым, и будут им памятники ставить. С Гарри В конечном Каспаровым, итоге, возможно, да? само собой. Смотрите, Леонид, а с другой стороны, вы так оцениваете элиту, сами при этом признавая, что она во многом возвращена лично Путиным, так или иначе. Но разве... Так она и возвращена лично. Конечно, Путину. ну, это его, да. Другой истории не было Да. тогда. Смотрите, ну разве господа, я не знаю, Ковальчуки, Ротенберг, ну, они пойдут против Сечин, если там с Путиным, не дай бог, что случится, разве они станут Ну, там давайте Хрущевыми? посмотрим. Мы Патрушев, все там, я не забыли, знаю. там некий был такой человек, Сергей Борисович Иванов, Да, который чуть не стал планировался- президентом, возможно, в 2008 году. Да. И это было весьма серьезно. То есть до последнего момента считалось, что именно он будет президентом. Еще целый ряд людей, которые весьма недовольны. Там тот же Чубайс, тот же Сурков, которого отодвинули отовсюду, и он человек, не способный сидеть просто так. Но и потом губернаторов масса, которые прекрасно понимают, что будет происходить в момент, когда Путин уйдет. И потом Путину не нужен монолит единый в его окружении. Ему нужна конкуренция, чтобы он как бы был третейским судьей между ними. Потому что это единственный способ удержать власть в своих руках. Потому что если будет монолит, Они объединятся поздно или рано против самого хозяина. Да, конечно. Потому что И хозяин... у Сталина сейчас так тоже. было даже, казалось бы, самый жестокий да. режим, да там разные были центры влияния. Да, тут историческая параллель тоже интересная может быть. И еще такой вопрос к вам, Леонид. Как вы считаете, вообще вот эти крымские события, если абстрагироваться от норм международного права, тут двух мнений быть не может, это аннексия и так далее. С политической точки зрения, вот мы вот эти выборы анализируем. Пусть можно сколько угодно говорить, что той же «Единой России» пририсовали голоса, предположим. Тем более уже электронное голосование, 3 дня, ну, научно-технический прогресс себе на службу власть. Да. Госпожа Панфилова старается, да. Возможно, очередной орден, возможно, получит из рук Владимира Владимировича. Венедиктов тоже там свою репутацию убил окончательно. Я сейчас не об этом, да. Я просто к чему веду. Ну, на самом деле, Путин же весьма популярен в России, в том числе, и, может быть, даже прежде всего, благодаря крымским событиям, нет? Нет. Путин не популярный политик в России, особенно в центральных городах и в самом главном центральном городе. Столица Москвы. Не популярен. Да.
Ну, давайте попробуем определить. Москва и Московская область – это почти 60% трудоспособного населения России. Там сосредоточено. А трудоспособное население – это в возрасте там, до 60 лет. И эти люди не сильно рады тому, что происходит. Москва никогда не голосовала за Путина. Всегда приходилось рисовать голоса. А сейчас тем более, и именно в Москве начнут происходить самые главные события. Нет, Путин весьма непопулярная личность. Ему хочется быть популярным, он пытается что-то делать, но в основном над ним смеются. Даже так. Но в 2014 году было не так. В 2014 начинают. году после Крымской событий... 14 год, с 2014 года до сегодняшнего дня прошло 7 лет. За эти 7 лет мы с вами видим Зеленского, которого выбрало большинство населения, обладающего избирательным голосом, выбрало, и сейчас у Зеленского весьма низкие рейтинги, которые то поднимаются, то падают. Это Но он 2 лидер, года прошло. лидер на сегодня. Лидер. Не спорю, лидер. И Ну, я не имею права есть... оценивать. Не, я просто... гражданин Да, Украины, конечно, не такой рейтинг, как был, но я социологов цитирую свежие опросы. В России уничтожено даже само понятие социологии независимой. Соответственно, и говорить о том, что какова его популярность реальная, сейчас оценить вообще никто не может. Ну, без посадки в Лефортово. Посадят Лефортово и скажут. А так, нет, Путин на сегодняшний день, как я видел один плакат, который ездил по Москве перед моим отъездом оттуда, избиратели Путина, как люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Наверное, они есть, но в моем окружении их нет. Это вот так вот на машине ездили с такой вот надписью в 2014 году. Я не знаю ни одного из своих знакомых, которые бы проголосовали, а я очень много людей которые знаю. Сейчас разные, в России, собственно, сейчас, да? Да, которые сейчас в России, которые бы проголосовали за Путина. И здесь, в Израиле, я тоже знаю только 2 человек в возрасте 70 лет, которые добровольно пошли и проголосовали за него. Остальные все голосовали против. Спасибо, Леонид. Свое мнение в прямом эфире. Радио Крым Реалии высказал российский политтехнолог, бывший аналитик партии «Единая Россия», проживающий сейчас в Израиле, Леонид Власюк. Мы пытаемся далее анализировать в сегодняшнем крымском вечере с ведущим Александром Лащенко, кто и как нарушает права человека в Крыму на 8-й год известных событий, которые продолжаются с конца зимы 2014-го, конца весны 2014-го, начала весны этого года. И, кстати, приведу точку зрения для баланса уполномоченного. Есть такая должность по правам человека в Республике Крым, как это называется, Ларисы Апанасюк. В интервью в июне этого года для телеканала «Вести Крым» госпожа Апанасюк ответила на вопрос, собственно, есть ли нарушения сейчас в Крыму и как на них реагирует. У нас руководство Республики Крым, органы власти делают все возможное, выполняют требования Конституции и для соблюдения прав человека. Конечно, нарушения есть. И мы с этим очень работаем плотно. Вот я могу привести просто один пример. В Сакском районе женщина еще в 1967 году получила квартиру, работая в лесничестве. И когда передали вот это помещение в вновь созданный орган предприятия, они поставили вопрос о выселении. И было обращение в суд. Мы очень долго вели с ними переписку. Но, в общем, на сегодняшний день нашли пути решения этого вопроса, так, чтобы и законодательство было соблюдено, и права человека не были нарушены. Утверждала летом этого года, если быть точным, в июне 2021 года в интервью телеканалу «Вести Крым» подконтрольной России омбудсман, уполномоченный по правам человека в
Крыму Лариса Апанасюк. С нами на прямой связи еще один эксперт сегодняшнего крымского вечера, эксперт крымской правозащитной группы, украинский правозащитник Владимир Чекрыгин. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, по вашему мнению, наверняка для вас риторический вопрос, кто и как сейчас нарушает права человека в Крыму. По вашим наблюдениям, за эти более чем 7 лет после известных событий на полуострове, больше стало нарушений прав человека? Динамика какова? Или меньше, может, даже? Ну, к сожалению, мы каждый год констатируем только постоянное ухудшение ситуации с правами человека. И это не только наше наблюдение, но и всех наших коллег-правозащитников, а также международных организаций. Россия по-прежнему препятствует доступу на территорию оккупированного Крыма, как для международных миссий, так и для национальных украинских правозащитных организаций. И, естественно, что в таких условиях ситуация с правами человека, она не может улучшаться. Вот этот доклад мониторинговой миссии ООН, мы подробно о нем рассказывали, представитель мониторинговой миссии ООН принимал участие в эфире сегодняшнем радио Крым Реалии. Констатировано, да, очередные нарушения прав человека с точки зрения этой мониторинговой миссии. По вашему мнению, это влияет на позицию России, которая обвиняет в этих нарушениях? Или, собственно, констатация и все? Это тоже важно. Важно фиксировать, это ни в коей мере нельзя отрицать. Но какой-то практический эффект может быть, по вашему мнению, Владимир, от таких вот докладов и так далее? Эффект, безусловно, может быть, но, к сожалению, он не может быть мгновенным, да, то есть это накопительная ситуация, скажем так. То есть на основании всех этих докладов рано или поздно, я уверен, что виновные лица будут привлечены к ответственности. Ну и плюс эти доклады, они являются источником надежной информации Украины, которой доверяют, в отличие от сообщений российских властей и так называемых, вот, как вы цитировали, уполномоченных по правам человека в Крыму. Потому что они, естественно, предоставляют информацию искаженную о ситуации на полуострове. Ну, кстати, упомянутая госпожа Панасюк, она довольно активно комментирует, в том числе и то, что западное мировое сообщество констатирует по поводу нарушения именно России, оккупантом, цитата, на полуострове. И вот в этом самом эфире летом этого года, в июне этого года, госпожа Панасюк в том числе ответила в эфире «Вести Крым» на вопрос, собственно, ну а как реагировать? Как реагирует подконтрольная России власть полуострова на все это? Итак, слова госпожи Панасюк из первых уст. Мы постоянно мониторим, что говорят о соблюдении прав человека, причем абсолютно без доказательств каких-то, о соблюдении свободы совести, права на мирные собрания, вероисповедания. У нас нет таких нарушений. И если и были какие-то нарушения прав человека, то это прежде всего, мы все знаем, это закрытие канала, который обеспечит, возникли у нас после этого огромные проблемы с водой, но это же исходит не от нашей власти и не от власти государства. Вот, и мы будем готовить специальные доклады вот именно по тем вопросам, по которым нам предъявляют необоснованные претензии. Утверждала подконтрольная России уполномоченная по правам человека в Крыму Лариса Панасюк. Владимир, я обращаюсь к нашему эксперту прямого эфира Владимиру Чекрыгину. Имеете возможность прокомментировать эти заявления? Госпожа Лариса Панасюк качественно выполняет свою работу. Работа ее заключается не в том, чтобы защищать права человека, а наоборот, искать виновных на стороне Украины, западного сообщества, которое там, как она считает, наверное, не может надавить на Украину, чтобы она там дала воду, да, или о чем она там говорила. Вот. И основная функция ее, собственно, отрицать наличие каких-либо нарушений, приводить вот эти вот какие-то непонятные примеры про то, что они там кому-то помогли с квартирой, да, и при этом забывая о том, тут куча сюжетов о том, сколько людей на самом деле были выселены после прихода оккупационных властей в Крым. И, кстати, да, как вам аргументация, что да, есть нарушения со стороны, значит, государств в отношении Крыма, но не Россия, а именно Украина до сих пор нарушает. На 8-й год после известных событий. Здесь абсолютно ничего нового. Но, естественно, мы от нее никогда не услышим ни о фактах пыток, насильственных исчезновений, о фактах нарушения права на мирные собрания.
Опять-таки она отрицает, там, что есть исследования по религиозным поводам. Ну, нет смысла даже ее комментировать, честно говоря. По вашему мнению, что бы могла сделать Украина для донесения своей позиции относительно нарушений прав человека России в Крыму? Достаточно она делает или можно было бы больше, на ваш взгляд, Украине, собственно? Ну, вот сейчас, естественно, та инициатива, которая на слуху, это Крымская платформа. И это важная инициатива как раз-таки для того, чтобы Крым оставался на повестке дня международных организаций и наших стран-партнеров, того, чтобы нарабатывались реальные какие-то решения о том, как выходить из этой ситуации, искать пути решения, как можно надавить на Российскую Федерацию, чтобы она наконец-таки начала соблюдать хоть какие-то свои обязательства, начала соблюдать резолюции Организации Объединенных Наций. И в том числе вот сейчас снова в конце декабря будет голосоваться новая резолюция по ситуации с правами человека. И, безусловно, Украина здесь будет играть активную роль как и государство, так и правозащитные организации с тем, чтобы внести дополнение в эту резолюцию. Как вы считаете, Владимир, в принципе, вот 21 столетие, вот мы вспоминали с нашим предыдущим экспертом, господином Власюком, период 70-е, до начала перестройки, то время, так называемая эпоха разрядки, мирного сосуществования стран с разными системами, как это называлось. Вот. Ну, мирного относительно, конечно. Афганистан это подтвердил. Тогда Афганистан, в 80-м году. Я к чему веду? Ну, уже тогда вопрос прав человека это очень важный был вопрос. В 21 столетии, с одной стороны, ну, электронная эра, все почти все знают, и очень трудно утаить. Ну, почти невозможно, даже когда очередное нарушение в аннексированном Крыму, как бы не хотела, предположим, российская власть утаить, это все равно выходит наружу. Сразу комментарии появляются и так далее. Хотя в России вот уже Рунет там и так далее, ограничения по китайскому образцу пытается, но не очень удачно на сегодня сделать. То есть, какой мой вопрос, Владимир? Получается, значит, какие угодно, ну, я теоретически скажу, хотя и практически, к сожалению, это тоже происходит, какие угодно жестокие нарушения, вопиющие прав человека, происходят, об этом заявляется, становится почти сразу известно, скрыть ничего нельзя, ну, и все. То есть, такое впечатление, что страна, которая нарушает права человека, это даже и на руку. А ну и что? Ну, 10 нарушений, 100, 1000, сотня тысяч. Нет, я не прав. Ну, это не моя точка зрения скептиков. Вот нет такого парадокса. Все знают, но ни на что не влияет это. Безусловно, с одной стороны, сейчас информация распространяется очень быстро, она доступная, и Российская Федерация с этим борется, несомненно. Но в то же время информации становится так много, что известия, которые там могут шокировать людей, на следующий день перебиваются другими новостями. И вот самое сложное – это продолжать удерживать Крым в фокусе, чтобы о нем не забывали. То есть и поэтому вот важна именно вот эта системная работа, эти постоянные отчеты, доклады, которые кажется, что они ни на что не влияют. Но на самом деле у мирового сообщества, я уверен, уже сложилось впечатление о том, что в Крыму нарушаются права человека. И важно постоянно подтверждать, что ситуация не изменилась, она не стала лучше. И чтобы вот в памяти людей вот этот месседж, он держался. И самое главное, что ситуация с правами человека стала ухудшаться именно в контексте оккупации Крыма. До этого ситуация там была гораздо лучше, и ухудшаться она стала именно после оккупации. Спасибо большое, Владимир, и вам за участие в нашем эфире. На прямой связи со студией радио Крым Реалии был украинский правозащитник, эксперт крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин. Я благодарен Владимиру, как и российскому политтехнологу, бывшему аналитику правящей в России партии «Единая Россия», ныне проживающему в Израиле Леониду Власюку и специалисту по правам человека мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Виталию Хилько за комментарии и участие в сегодняшнем крымском вечере. Мы сегодня анализировали, кто и как нарушает права человека в Крыму. По мнению мониторинговой миссии ООН, это активно делает Россия, что и было сказано накануне в очередном, не первом докладе о ситуации в Украине, в том числе речь там шла о соблюдении прав человека в оккупированном Россией Крыму и констатировано множество нарушений, которые осуществляет Россия
на полуострове. Москва отрицает эти обвинения, эти констатации. С вами был ведущий Александр Лащенко. Всего доброго.